спасибо. Я рад всех приветствовать, кто сегодня собрался услышать новости компании и послушать то, что я скажу о продукте. И сначала хотел бы немножко познакомиться с теми людьми, которые меня не знают и, так сказать, слышат меня первый раз. Вот. Для вас сейчас будут некоторые слайды, чтобы вы имели о нас представление. То есть мы работаем вместе с женой, с моей женой Ларисой, и мы с компанией уже, так сказать, с 1997 года, уже больше 12 лет. И на этих снимках мы на разных мероприятиях, то есть на Миллениуме, были мы ведущими многих больших корпоративных мероприятий. Вот. На нижнем снимке мы в путешествии с компанией, с лидерами компании в Барселоне, где нас кормят каким-то особым печеным луком. То есть это было вообще что-то невероятное. То есть одно из путешествий компании. Если можно, еще один слайд. Значит, естественно, что образование у меня медицинское, но для того, чтобы подробно разбираться в БАДах, еще в 2000 году были организованы специальные курсы при Медцентре управления делами президента Российской Федерации, где мы вместе с Ларисой получили дипломы. И с той поры прошло уже 10 лет, но такие имена, как профессор Бенгали Владимир Абдулаевич, профессор Новицкий, в общем, вам, наверное, хорошо знакомы. И это то, что они, тому, чему они меня научили, я вам, наверное, сегодня еще расскажу, потому что эти знания, они помогают в работе, помогают вообще поглубже понимать жизнь. То есть, если вы хотите стать профессионалами, по-любому нужно учиться, ходить на подобные курсы и перенимать знания у тех профессоров, у тех, так сказать, ученых людей, которые этими знаниями обладают. То есть это все не берется с потолка, и то есть, со временем все равно оно у вас не накопится, если вы не будете этому обучаться. То здесь мы на различных мероприятиях, на балу Маргариты, здесь нам вручают галактику, здесь мы вошли в топ-49 на дне рождения Дмитрия Аркадьевича. То есть мы стараемся выполнять все промоушены компании, по крайней мере мы ставим себе цель, как только звучит промоушен. Что-то, естественно, у нас получается, что-то у нас не получается. Как у всех советских людей, мы здесь не исключение. Не думайте, что у нас прям вот все. Вот. Мы такие же, как вы. Здесь мы и путешествуем, и отдыхаем вместе с компанией Vision, причем одни путешествия у нас организует компания, и другие путешествия не менее интересно организуют наши спонсоры. То есть у нас очень такой звездный спонсорский ряд. Это Дмитрий и Светлана Сафроновы, это Евгений Черкасов, это Дмитрий Одинец, это Алексей Кукушкин и Маргарита Грибулева, Светлана и Павел Дубровы. То есть все эти наши спонсоры, они все так или иначе объявляют промоушены, устраивают семинары в самых разных областях земного шара, и мы стараемся во всем этом участвовать. Так. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну, естественно, у нас в компании родилась дочь Даша, и она очень, так сказать, интенсивно участвует в жизни фонда «Миссии» и в различных акциях принимает участие, волшебные сундучки мы собираем, и мы идем в школу, то есть комплекты детям, и снимаемся в разных фильмах, даже выступали на Миллениуме, и один из самых незабываемых, конечно, моментов в жизни ребенка — это фестиваль «Рождественская мечта» на родине Деда Мороза, в Великом Устюге, который в начале февраля каждого года проходит. Вот. Это действительно сказка, и всем вам рекомендую хотя бы однажды туда съездить, принять участие в этом совершенно волшебном мероприятии, окунуться в это, так сказать, детство. Дед Мороз действительно настоящий. То есть он действительно Дед Мороз и днем и ночью, и зимой, и летом, и всегда один и тот же, просто совершенно незабываемый Дед Мороз. Так, ну теперь, наверное, перейдем к БАДам, перейдем
компании Vision, вот, для того, чтобы понять, откуда у нас сейчас такая ситуация, давайте вспомним лето. И сразу мы поймем те факторы, которые в основном сейчас на людей воздействовали. Это лето было богато на разного рода катаклизмы. То есть, первое для России, это, конечно, для центральной России, это пожары, этот жуткий дым, этот смог, который, так сказать, не давал дышать. Люди завешивали входные двери и окна, потому что закрытыми держать при 40-градусной жаре это совсем баня будет. Вот. Завешивали мокрыми простынями, которые покрывались слоем пепла. Их надо было стирать, снова завешивать. Вот. Мне этот смог напоминал все время, так сказать, какую-то горящую помойку. У меня он ассоциировался тоже очень-очень неприятно. И никуда от него деться, в общем-то, нельзя было, кроме как уехать. Вот. И в этой связи, естественно, что была жара, и жара просто невыносимая. То есть если было 30 градусов, это уже было, что называется, уже прохлада. Потому что 35, 38, 40 градусов, за 40 для средней полосы России это цифры, которые действительно раз в 1000 лет, там, так сказать, бывают. Так все сложилось. И это привело к очень сильному потрясению для людей. И казалось, то есть обычно, так сказать, люди думают, что это дым, и основной фактор, и это обострение хронических заболеваний, типа хронических бронхитов, бронхиальной астмы, туда-сюда, и вот надо что-нибудь придумать из БАДов, чтобы, вот, так сказать, почиститься, вывести этот дым из организма и так далее и тому подобное. Вот. Но могу вам сказать, что главный фактор, то есть на первом месте, это фактор стресса. То есть первый фактор, самый главный, который должен любым дистрибьютором рассматриваться, это фактор стресса. Потому что, смотрите, значит, жара продолжалась 2 месяца. 2 месяца все люди надеялись, что вот она вот рассосется, значит, на даче помидоры не завянут, цветы не засохнут, и все надо поливать. То есть постоянно вот эта вот мысль сверлила абсолютно каждого человека. Второй момент детский. То есть у детей был сорван отдых. То есть сегодня мы имеем ситуацию, когда в начале сентября дети пришли в школу, и они абсолютно не отдохнули. Дети не отдохнули. То есть они начинают учебный год в очень таком стрессовом состоянии. Все преподаватели в один голос, так сказать, это отмечают. И здесь, естественно, что детям нужно сейчас очень серьезная подкормка, чтобы они просто потянули эту программу. Просто, так сказать, чтобы они не свалились в ближайшие месяцы от перегрузки, которая то есть перегрузка учебы, которая легла на усталость от этого лета. Естественно, что детей нельзя рассматривать в отдельности от родителей, потому что в связи с вот такой вот экологической катастрофой, когда горели леса, когда горели поля, когда целые деревни сгорали буквально за 15 минут, естественно, что весь этот стресс, он перелег на, так сказать, естественно, в семье, он распределяется не только между родителями, но и детям тоже достается. То есть то, что был сорван отдых, то, что освободили детские лагеря, детские санатории, просто, так сказать, экстренным порядком родители забирали своих детей, как бы что ни случилось, реально был сорван детские летние вот каникулы, они очень серьезно подорвали здоровье детей, как это ни парадоксально звучит. Поэтому детские витамины, то есть если у вас продаются, так сказать, весь полный кейс детских витамин, значит, естественно, что можно использовать всю гамму продукции. Вот. У нас продается юниор, и мы будем использовать юниор, двойную дозировочку, 4 штучки в день, в любой последовательности. То есть хотите одну и одну, хотите 2 утром, 2 вечером. То есть как бы не принципиально. Естественно, что детям можно и добавлять, потому что сейчас идет такая ситуация, что в дополнение к стрессу присоединилась инфекция. Сейчас ходит инфекция
верхних дыхательных путей, и она довольно такая необычная. Необычность ее в том, что начинается она обычно с недомогания, как все инфекции, просто это небольшое недомогание. И буквально на следующий день, что называется, разверзлись хляби небесные, то есть из носа начинает очень сильно течь, человек себя просто теряет работоспособность, плохо себя чувствует, хлюпает везде, и в ушах, и в бронхах, и, так сказать, и в носу, и в горле. И если у человека есть предрасположенность, то есть аденоиды, хронические гайморит, значит, будет обострение. Если у него уши, так сказать, был отит, то есть с большой вероятностью этот отит обострится. То есть вот сейчас эта инфекция, она поголовная, то есть от нее не спрячешься. И естественно, что для поддержки иммунитета БАДы Vision, такие как детокс, антиокс, нутримакс и урсул, то есть это вот 4 основных БАДов с противовоспалительными свойствами, вот, они, естественно, должны широко применяться как с целью профилактики, так уже и если все случилось, значит, надо решать ситуацию с простудой в семье. Но помните о том, что предотвратить простуду гораздо проще и дешевле, чем ее лечить потом. Чем, так сказать, открывать банки, кучу банок, значит, через каждый час пить и так далее и тому подобное. Значит, предотвращается очень просто. То есть, если человек в семье заболел, его надо изолировать. То есть надо, чтобы инфекция воздушно-капельная, чтобы он как можно меньше контактировал, так сказать, с другими членами семьи. По крайней мере, дня на 3-4. Первые 3-4 дня самые, так сказать, в плане распространения болезни, они самые активные. То есть изолировать, естественно, от детей, потому что вот реклама по телевизору совершенно жуткая, вот этих вот капель в нос, или как они там называются, я уже забыл, когда папа или мама полностью расклеен, то есть в гриппозном состоянии, когда с каждым выдохом просто, так сказать, миллионы вирусов разлетаются на все окружение, и вот он капает себе в нос эту капельку, и вроде как симптомы у него проходят, вот, и он берет на руки своего, значит, грудного ребенка. То есть более бредовой рекламы придумать просто нельзя. То есть это чисто реклама, направленная на распространение инфекции, причем называется она так: зарази своего ребенка тяжелой инфекцией. Вот, а потом пытайся его вылечить теми средствами, которые мы тебе будем продавать в аптеке. Вот. Это, то есть, у меня волосы дымом встают, когда я вижу по телевизору проходящую эту рекламу. Вот, не знаю, кто ее сделал, вредитель. Я просто расстреливал таких людей. И тех, кто ее пропускает на телевидении. Ну, будем мы о хорошем. Значит, с инфекцией верхних дыхательных путей, которые сейчас ходят поголовно и по Европе, и по России, и по, так сказать, всем остальным странам, и по Сибири. Она везде одинаковая. Она везде такое ощущение, что все одновременно шмыгают носом. Во всех офисах, во всех магазинах, кто-то больше, кто-то меньше. Вот, главное — сберечь свою семью. Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, это вот действительно верхние дыхательные пути. Этот год вместе с дымом наказал всех курильщиков. То есть, если вы заметили, все курильщики, их, так сказать, бронхит пробил и очень серьезно. То есть они вот с этим, с кашлем, и с болями за грудиной, и никак не могут они, вот, и причем ударил именно по всем курильщикам, потому что табачный дым, он ресничные эпителий, которые естественным образом очищает во время сна, ну и вообще постоянно очищает бронхиальное дерево, табачный дым его сглаживает, то есть он его уничтожает. И ворсинки, которые должны быть, они должны, как водоросли в море, так сказать, вымывать из бронхов все вот эти вот частички дыма там и так далее, как у здорового человека. У курильщиков они уничтожаются табачным дымом, и поэтому вот как раз у них-то все и произошло. То есть на них-то природа отыгралась, то есть с бронхитами и так далее. Вот. Поэтому здесь те же противовоспалительные БАДы, детокс, антиокс, нутримакс, урсул. И не забывайте про сеньор. Капсулы сеньора вечером,
и можно одно утром, одно вечером. То есть вполне достаточно для того, чтобы бифидобактерии и общий набор витаминов и минералов, ну и вообще сеньор такой очень универсальный продукт для взрослого. Вот. Значит, по поводу детоксикации. Детоксикация есть несколько видов. Вот. В первую очередь это детоксикация желудочно-кишечного тракта, то есть очистка кишечника. Очень многие люди думают, что съел одну баночку детокса, и у меня прошла детоксикация. Вот. Естественно, что это не научная фантастика. То есть основное, где лежат залежи этих самых токсических веществ, это межклеточное пространство внутри клетки. Добраться туда организм способен только примерно через от 12 до 18 месяцев непрерывного приема БАДов. То есть от года до 2. То есть сначала очищается то, что вот сначала. То есть мы пьем капсулу, она в желудке. То есть, как говорил Макс Ронгель, мы готовим лекарственный настой прямо в желудке. То есть мы кидаем туда капсулу в желудок, заполняем ее водой, запиваем водой, и у нас получается лекарственный настой прямо в желудке, который усваивается на 100%. Естественно, первым делом он проходит через печень и проходит через кишечник. То есть, и естественно, что первые симптомы, то есть человек или начинает ходить в туалет, видит, что у него там выходит, и печень начинает сразу, если что-то там было, хронические какие-то процессы, начинает покалывать, себя проявлять. То есть первое, где идет детоксикация, это в кишечнике и в печени. Длится это примерно 1-2 месяца. Затем она идет дальше, затем, что называется, очищается и кровь, и лимфа, и все очищается постепенно. Если вы хотите составить для себя схему, ну, так сказать, составьте так по месяцу. Вот месяц кишечник, месяц печень, на следующий месяц очищается кровь, на следующий месяц очищается сердце, на 7-8 месяц там, до костей, до суставов доходит дело, начинает там из суставов соли выгоняться. Вот. Где-то к концу первого года такой процесс основной детоксикации, он завершается. Причем, что самое интересное, неважно, какие продукты вы уже пьете. То есть здесь вот совершенно неважно для детоксикации пить детокс. Вы можете пить женский комплекс, и процесс детоксикации, вот запущенный в начале, он будет продолжаться дальше. И когда вы видите человека, который пьет Body Vision, так сказать, больше 2 лет, и вы видите реально вот весь этот процесс детоксикации. То есть у него розовый цвет лица, он улыбается, то есть прошли боли, он восстановился, и хорошо себя чувствует, у него много энергии. То есть вот, что называется, детоксикация завершена. То есть основной процесс детоксикации, он завершен. Вот. Поэтому, ну вот про детоксикацию вот так вот, если вкратце. Теперь, ну, наверное, следующий слайд. Поговорим про новый продукт DefoX. Да. Значит, что мне кажется интересным про новый продукт, вот он называется так, не БАДы, а называется «Умная еда», и он это самое, значит, нет какой-то схемы, как там вот, значит, принимай месяц, по капсулу утром, капсулу вечером, это профилактическая доза или, так сказать, увеличивая. Мне кажется очень простым следующая схема. Именно те вопросы, которые нам задают клиенты, то есть, а это что, надо принимать пожизненно, это надо принимать каждый день, а вот надо от чего-то лечиться, что, так сказать, очень не любят делать мужчины, потому что если мужчину лечить, значит он больной. Если он больной, значит он, ну, что называется, не способен проявить себя как мужчина. Поэтому, то есть это принижает его мужское достоинство, если он больной. Поэтому мужчины не любят лечиться. Вот. И для того, чтобы человек все-таки, часть людей просто не верит в БАДы, они считают себя очень умными, у них умыще раздуты, 3 высших образования, 2 средних и 7 начальных. Вот. В общем, всю жизнь они учатся и считают себя самыми умными и в БАДах, и во всем остальном. Вот. Поэтому схема применения, она очень простая. То есть пятница, суббота, воскресенье. В этом самом есть 3 пакетика в упаковке. Значит, для того, чтобы человек почувствовал результат, вот,
Значит, есть научно обоснованная, так называемая схема, 3 приема. 1 пакетик в пятницу, 1 в субботу, 1 в воскресенье. Основной фактор, как я вам еще раз подчеркиваю, это фактор стресса и фактор того, что сейчас многим людям, так сказать, урезают зарплату, то есть халява кончилась, вот, кормушки допущены все, остальные живут на зарплату. И те, кто живет на зарплату, от них требуют, чтобы они очень много работали. И, естественно, работали не на себя. И у любого человека, будь то женщина или мужчина, естественно, накапливаются какие-то дела домашние, и хочется, они все откладываются на субботу, воскресенье, на выходные, и хочется их сделать, то есть дома, их накапливается много, и реальность, она состоит в том, что как только человек добирается до дома, у него силы тут заканчиваются. И он, значит, спит и просыпается только иногда к утру в понедельник, иногда к середине, к утру воскресенья, иногда к середине воскресенья. Я вот по своему однокласснику смотрю, как ему не позвонить, телефон недоступен, потом в середине воскресенья он вроде доступен. Я говорю, ты что делал? Он говорит, спал. Вот. Другая распространенная форма проведения досуга – это употребление алкоголя, так широко распространенное, так сказать, в стране России. Вот. Тоже как разновидность отдыха. Почему? Надо снять стресс с работы и надо что-то сделать дома. Вот. То есть, а сил нет, их надо откуда-то взять. И здесь я считаю, что вот новый продукт DFX – это просто, так сказать, палочка-выручалочка. Палочка-выручалочка для многих людей. Причем, смотрите, значит, если мы рассматриваем DFX как БАД, который нужно принимать каждый день, и, так сказать, и может по 2 пакетика, то тут получается вопрос цены. То есть 420 рублей чуть не каждый день, это могут позволить себе тратить только родственники, так сказать, Романа Абрамовича, наверное. То есть, так кажется, всем дистрибьюторам. Вот. И это правильно. В то же время на выходные, на уикенды, то есть потратить 400 рублей, это, в общем-то, никого не пугает. То есть если люди идут в магазин, они тратят гораздо больше. Если у них есть какие-то дела или надо что-то построить, то 400 рублей это просто, так сказать, расходный материал. Вот. И это очень хороший момент, который позволяет человеку именно попробовать продукцию вижен, не привязываясь к ней, не вникая ни в какие схемы лечения, не минуя, так сказать, препятствия ума, который говорит, да это БАДы, да это не БАДы, да мне по телевизору говорили, что это вредно или что это полезно. То есть вот эта вот никому не нужная, значит, жвачка для мозгов, она здесь, так сказать, ее надо обойти. И DFX очень хорошо позволяет ее обходить. То есть это просто. Берешь упаковочку, пакетик в пятницу, пакетик в субботу, пакетик в воскресенье. Вот. Сетевой маркетинг это всегда просто. Это, как говорит Дмитрий Сафронов, simple as the best. То есть чем проще, тем лучше. Самое хорошее это все, что очень просто. Это вкусно, то есть добавляется куда тебе нравится. Хочешь в еду, хочешь в кашу, хочешь в йогурт, хочешь сметану. И человек, так сказать, сразу готов оценить результат. То есть у меня мама, например, сразу оценила результат. То есть она тоже вот она курильщик, и все, что я вам про бронхит рассказывал, это, так сказать, ее тоже коснулось. И вот эту коробочку, которую нам подарили на миллениум, она у меня просто, так сказать, сразу отобрала DFX, потому что уже с одного пакетика она буквально ожила. То есть силы прибавились сразу. Что касается вот людей за 55, за 60 лет, то у них основной вопрос тоже вопрос сил. Но они уже на такой горе таблеток, что боятся что-то там менять, какие-то менять схемы, что-то добавлять. И здесь DFX просто вот если увидеть человека, у которого есть родители, которые пережили вот эту жару, которые, так сказать, естественно, что у них мало сил, предложите им DFX. Просто вот пятницу, субботу, воскресенье попробуй, посмотреть, оценить. И вы увидите, что, так сказать, вопрос цены он никого не пугает. То есть тут не надо каких-то вот ставить схем, типа 3 раза в день, это DFX, утром в сметану, вечером там в кашу, а днем в чай. То есть как человек как хочет, так и принимает. Неважно, там до еды, после еды. То есть все должно быть максимально просто, максимально доступно. Вот.
и, так сказать, максимально широкую аудиторию охватить. То есть это тот продукт, который, что называется, должен продаваться на расстоянии вытянутой руки. Любого человека, которого вы видите, он устал, он много работает, и ему нужно, так сказать, по своей силе немножко это самое, как по-русски звучит, да, поднабраться сил. Вот. И волшебный пакетик, который в свободной продаже уже в октябре, вот, он ему как раз в этом поможет. Тут есть такой ключик волшебный, это, наверное, у нас для этих самых, для синих или для желтых, как говорил Том Шрайбер, то есть которые, значит, знают, как его, с какой стороны его надеть на пакетик, вот, как оттуда все там выдавить до капли. То есть такой дети, наверное, очень любят этот ключик. Вот так вот, ну, прикольно с ним, короче говоря. То есть ключик в коробочку уложен не зря. По моим ощущениям, ключик, он как бы так. Интерес к коробочке, даже можно ключик, во время продажи коробочки, ключик можно доставать. То есть я могу вам сказать, что это один из моментов, который будет продавать продукт, то есть купят ради ключика, особенно если в той семье или рядом есть ребенок, он сразу этим очень живо заинтересуется, а что за ключик, а как он, давай попробуем. То есть ключик вы всегда из коробочки доставаете, показываете, крутите перед носом, это продающий момент. Вот. Ну, в общем-то, это то, что я вам хотел сказать про DepoX. То есть еще раз, пятница, суббота, воскресенье абсолютно всем людям, то есть все, кого вы, будь то учительница, врач там, и так далее, инженер, водитель, как только выходной день, если он наступает, человек его проходит во сне, он просто восстанавливает силы. И он это не успевает сделать, потому что потрачено очень много. И здесь вот такой вот простой пакетик, он позволит ему сделать две вещи. Первое — восстановить силы. Второе — сделать свои домашние дела. Итак, следующий раздел называется так: общий адаптационный синдром или как наслаждаться отдыхом на Хайнане и не только. Я вам говорил уже, что такие люди, как Владимир Дедали, Владимир Абдуллаевич, профессор Новицкий, другие, вот как раз профессор Новицкий из Санкт-Петербурга, он как раз специалист по общему адаптационному синдрому, и звучит это следующим образом. Если вы отъезжаете от места своего рождения более чем на 200 километров, ну я не говорю про 10 часов полета там и так далее, просто отъезжаете от места своего рождения более чем на 200 километров, у вас меняется. То есть меняется магнитное поле Земли. Меняется, ну, можно сказать, те вещи, которые вы не чувствуете. Какой-то там состав атмосферы. То есть на Хайнане, например, очень влажный воздух. В Индии большая влажность, на Хайнане большая влажность, там 60, 65, 70%. Для нас, для тех, кто живет в России, это очень непривычно. То есть меняется домашняя обстановка. Помните, как такое желание у всех из путешествий, из каких-то поездок, значит, лечь в свою постель. Да? То есть человек привыкает к своей обстановке, она ему позволяет расслабиться, своя подушка, своя кроватка, свой, так сказать, уголок. И когда вы из этого выезжаете, когда вы это меняете, так сказать, меняется характер еды. Значит, человеку хочется сразу, тот он ел гречневую кашу с картошкой, с грибами, да, грибов сейчас много, а так ему предложат змей, лягушек, жареных тараканов, значит, какие-нибудь там медузы и так далее, там запеченные, ну не знаю, что еще можно придумать, но, короче говоря, характер еды меняется. И представляете, то есть, что первые 3 дня, то есть в чем заключается общий адаптационный синдром? Организм на 3 дня, то есть все свои силы мобилизует для того, чтобы приспособиться к новым условиям. В этот момент падает иммунитет, в этот момент человек становится уязвим для солнца, в этот момент
так сказать, и происходят вот эти вот так называемые простуды на отдыхе, когда дети, например, залезают в бассейн в первый же день, не вылезают из него целый день, что называется, дорвались до бесплатного, а на второй день начинаются сопли, и что называется, у мамы отдых потерян. Если она мама, а если ей наплевать, то ей наплевать. Если ребенок отдыхает с соплями. Вот. У взрослых все немножко по-другому, но тоже так бывает. И бывает очень часто, когда первый день все пережарятся на солнышке, и потом, значит, начинают. У одного там кольнуло. Значит, часто у нас бывает, что первый же день все набрасываются на экзотическую еду, потом мучаются животами. То есть это одно из самых частых, так сказать, неприятностей, отравляющих отдых и в Египте, и в Турции. То есть постоянно. Ну, на Хайнане там будет все немножко по-другому, но, так сказать, что нужно делать? То есть первые, ну хотя бы 2 дня, то есть день прилета и плюс 1. Вот. Значит, нужно уменьшить нагрузку по меню, то есть пребывание на активном солнце. Значит, использовать нейчетан, вот детокс, куперс, антиокс, пакс, то есть как бы для того, чтобы предотвратить возможные, так сказать, подъемы давления, какую-то вот реакцию на новую еду, даже реакцию на новую воду. Очень часто бывает, то есть вот специальная вода, и на эту воду идет у человека какая-то вот кишечник реагирует. И естественно, что первый день и второй — это самые важные дни в том плане, что не нужно никуда ломиться, не нужно выспаться, не нужно все попробовать, везде нырнуть, все, так сказать, закоулки облазить, и сразу куда-то на такси по шопингам там, и ночью на дискотеку. То есть вот это вот всего не нужно. Первые 2 дня — это дни, когда нужно просто походить, посмотреть, значит, что называется, в этом раствориться, принять себя вот в этом месте и поблагодарить, что я такой молодец, выполнил промоушен, такое путешествие, меня компания Vision привезла, и теперь я, значит, вот, хочу этим насладиться. И начиная с 3-го дня можно уже, что называется, отрываться по полной. И тогда вы действительно избежите и сможете избежать каких-то обострений своих старых проблем. Вы сможете насладиться в полной мере этим солнцем, морем, так сказать, гастрономическими и экскурсиями, и голова у вас будет всегда свежая, и так далее, будет, так сказать, варить, что называется. И для этого, для того, чтобы ускорить процесс адаптации, есть, ну, так называемый адаптоген. Ну, естественно, прежде всего это тоники. То есть это хромвитал, диск, ламин из мужского комплекса. Вот. Естественно, что, так сказать, организму требуется много энергии и образуется много перекиси, их надо улавливать антиоксидантами, антиокс, винокс и так далее. Ну и поскольку для большинства людей все-таки характерно повышение давления, вот, то тут пакс и мистика, они играют очень хорошую роль. Значит, сколько пить? Здесь, что называется, есть индивидуальная особенность. Если женщины с пониженным давлением, они могут пить и по 6 хромвитал там, и так далее. То есть им хорошо вот это. Кстати говоря, жару все люди с низким давлением тоже переносят очень хорошо. Вот. Значит, если человек с высоким давлением, то ему лучше хромвитал вообще не пить, а лучше ему на паксе, на мистике, вот, то есть себя вот так хорошо чувствовать. И я думаю, что про продукты, то, что вам лично нужно, это вы сами хорошо знаете. Вот. Помните, в заключение хотел вам сказать еще одно, так сказать. Помните, что когда вы возвращаетесь из путешествия домой, вы же не будете вечно на Хайнане там, или еще где-нибудь. То есть вы возвращаетесь домой, у вас опять есть 3 дня на адаптацию. То есть вы вернулись домой, вам кажется, все, я вернулся. А организм уже настроился на жаркий климат, на ту еду, на то солнышко, на ходьбу в трусах и в шлепанцах, а вы тут приехали, опять вам шубу надо делать. И получается, что вы приехали домой, и вам надо снова адаптироваться к домашней обстановке. И здесь правила точно такие же. Первые 2 дня никуда не ломиться, все дела не переделывать, выспаться, хорошо покушать,
кушать и так далее. Иначе, как это обычно бывает, человек приехал с отдыха, загорел, и опять окунулся в домашнюю жизнь, опять у него зашмыгал нос, опять у него в боку закололо, а там у него там моча пошла мутная, там, ну и так далее, дальше вы все знаете. То есть всего этого можно очень легко избежать, если знать вот то, что по общей теории адаптации 3 дня, что называется, вынь да положь. 3 дня на адаптацию к новым условиям нужно дать. И поэтому на этом я с вами хотел бы проститься. Вот, так сказать, некоторая часть моих знаний, я надеюсь, что вы все усвоите и будете использовать себе во благо. И увидимся с вами на Хайнане и на других мероприятиях компании. Спасибо.